mache jetzt aber einen deutschen Medien, die hier willkommen zu heißen. Ich habe den ersten Kindertagebesuch seit 2009, also immerhin, um eine große Palette an Themen zu besprechen, bilateraler Natur und internationaler Natur. Das Wichtigste aus meiner Warte ist aber, dass wir im Dialog bleiben und nicht anschweigen, sondern die Gemeinsamkeiten suchen und die Themen offen ansprechen und vielleicht unterschiedliche Meinungen ist. Deswegen freue ich mich sehr auf die viele Stunden, die wir vor uns haben, wo wir gemeinsam die großen Themen, die uns alle beschäftigen, besprechen. Уважаемый господин министр, дорогой Сергей, я очень рад, что могу приветствовать вас здесь по поводу первого с 2009 года двустороннего визита в Австрию. Нам предстоит обсудить широкую палитру тем, которые это двусторонние темы, международные темы. А я считаю, что самое главное – сохранить диалог и всегда искать общие пункты соприкосновения. Я очень рад, что мы в состоянии открыто обсудить различные темы, такие темы, по которым у нас даже расходятся мнения. И я уже жду с нетерпением, я очень рад, что мы будем проводить много часов вместе в ходе вашего визита. Wir werden heute auch die russische Community treffen, soweit ich weiß, die ein wichtiger Beitrag ist für uns, auch ein Sochi-Dialog, das ist für uns auch ein wichtiges Institut zwischen unseren. На недостаточном знании предмета и на отсутствии полной информации. Если вас это интересует, вы можете ознакомиться с теми законами, которые в Российской Федерации приняты, с теми многочисленными комментариями, которые делались в отношении этих законов. И напомню, как вообще тема иностранных агентов возникла в российской политической жизни. Мы вынуждены были отвечать на те действия, которые Соединенные Штаты предпринимали в отношении наших граждан, некоторые другие европейские страны. В США, как вы знаете, с 1938 года существует закон об иностранных агентах, который продолжает не просто существовать, но и активно применяется. Например, наши каналы RT и агентство «Спутник» были объявлены иностранными агентами, от них потребовали маркировать свои материалы как материалы, произведенные иностранными агентами. Что они и делают. Это не наш выбор, но если такие требования, значит, мы будем их выполнять. Когда же мы в ответ «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа» объявили иностранными агентами, они категорически отказались оповещать своих слушателей и пользователей, что это агентство, являющееся иностранным агентом в Российской Федерации. Наши суды выписывают им штрафы. Поэтому мы никогда не начинали первые подобного рода действия. Но если в отношении наших СМИ, в отношении наших граждан предпринимаются такие дискриминационные меры, если они получают ярлык иностранных агентов и преследуются соответствующим образом, то, конечно же, мы будем отвечать, но отвечать не чтобы отомстить, а просто чтобы привести наши отношения в соответствующей сфере к паритету. А иностранным агентом является лицо юридическое или физическое, которое оплачивается из-за рубежа, получает средства из-за рубежа и занимается политической деятельностью. Те, кто занимается гуманитарными, культурными контактами, они не подпадают под действие закона об иностранных агентах. Поэтому еще раз вам советую, ознакомьтесь с конкретными текстами законов и с теми комментариями, которые многократно давались, в том числе президентом Российской Федерации, Генеральной прокуратурой и Министерством иностранных дел. Теперь слово предоставляется австрийскому министру иностранных дел Александру Шальке. Уважаемый господин министр иностранных дел, дорогой Сергей, уважаемые дамы и господа, я очень рад, что могу приветствовать тебя сегодня в Вене. Это первый чисто двусторонний визит с 2009 года в Австрии. Мы сами это почти не поверили. До этого, конечно, был целый ряд других встреч в Вене, но это первый чисто двусторонний визит с 2009 года. Австрия и Россия оглядываются на долгую и вполне переменчивую историю. Можно сказать, что Россия нас знает, и мы знаем Россию. Надо отметить, что наши исторически сложившиеся отношения в последнее время... Господину Шалленбергу, опять же таки сейчас эта позиция, этот вопрос очень активно поднимался. Много в Евросоюзе говорят
Крыме. Но неужели вот у вас нет, может быть, возможности или желания направить непосредственно делегацию в Крым, чтобы убедиться на собственном примере, посмотреть собственными глазами, разобраться в ситуации, пообщаться, может быть, с жителями? И в этом контексте к Сергею Викторовичу, сейчас вы пригласили журналистов, а как Россия смотрела бы на приезд австрийской делегации в Крым? Я бы был двумя руками за. Как я уже сказал, чем больше людей приезжают в Крым, тем объективнее становится их восприятие происходящего на полуострове, в этом регионе Российской Федерации. Постараюсь ответить частично на вопрос, который был Александру адресован. Нет ли у Австрии желания направить делегацию и убедиться своими глазами, что там происходит? Я убежден, что желание у Австрии есть. Но насколько Австрия будет готова нарушать европейскую солидарность, я не знаю. А что касается... Первый вопрос какой был? Я уже признание вакцин, конечно, это возможно. И любая страна Евросоюза может поступить так же, как поступила Венгрия, не дожидаясь официального решения Европейского агентства по лекарственным средствам.